Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. ЕГЭ, ОГЭ сданы, выпускные прошли, выпускники получили аттестаты и дипломы. Поэтому можно говорить о предварительных итогах учебного года 2025-2026 года. Об этом мы сегодня поговорим. Сегодня наша гостья в студии Нюргун Соколова, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Нюргун Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Сколько выпускников в этом году окончили школу и как вот вообще оцениваете качество их обучения? Сколько, может быть, медалей в этом году получили ребята? Да, действительно, завершены уже все государственные итоговые аттестации. Более того, даже так называемые президентские пересдачи прошли 8-9, и, в принципе, мы сейчас можем подводить уже итоги учебного года, хотя уже как 1,5 месяца идут каникулы. Да? Говоря о статистике, это 15 066 выпускников 9 классах и значит, 8161 выпускник 11 класса. Все они процедуру государственной итоговой аттестации прошли, кто-то в форме государственной итоговой аттестации, кто-то в форме ГВЕ, но мы можем уже сейчас подводить итоги. Значит, конечно, серьезное значение имеют баллы, которые они получили. Это для поступления в вузы. Да? Значит, ну и кроме того, конечно, успешность сдачи математики и русского языка для получения аттестатов. За этим мы тоже особо следим. Знаете, что в этом году, в прошлом году были внесены изменения в закон, и всем девятиклассникам, которые не смогут, к сожалению, получить аттестаты, государство обязана сделать так, чтобы они получили хотя бы рабочие профессии, да? Ну и, конечно, продолжить обучение в 9 классе повторно для того, чтобы следующий год сдать успешно. Значит, кроме этого, у нас есть те ребята, которые очень хорошо учились и, сдав итоговую государственную аттестацию, получили золотые и серебряные медали. Значит, медаль за значительные успехи в обучении первой степени, это золотая медаль, в этом году получили 284 выпускника и 249 серебряную медаль. Значит, ну вот сейчас, наверное, после пересдач, возможно, будут изменения. Кто-то нацеливается улучшить свои результаты, да? Значит, возможно, будет еще лучше. Напомню, что вот для получения аттестатов с особыми медалями, да, необходимо ЕГЭ сдать более чем 70 баллов по русскому языку и по второму предмету, да, серебряные 60 баллов и более. Да. При этом, конечно же, самое первое – это решение педагогического совета, когда вот рассматривается итоги успеваемости, при этом для золотой медали должны быть все отметки пятерки, да, а для серебряной допускается до 2 отметок четверок. Да? Поэтому здесь вот ответственность педагогического совета школы тоже имеет место быть. Ну вот глава как раз-таки, да, награждал на прошлой неделе стабальников ЕГЭ. Как вообще вы оцените результаты этого года выпускников? Мы третий год нацеленно работаем на то, чтобы дать гарантию вот, возможности поступления в вузы, да, по тем направлениям, которые необходимы экономике региона. Так, соответственно, это когда на августовском совещании в 2024 году Арсений Сергеевич сказал о том, что нам необходимо углубленно готовить школьников, да, для поступления, а это профильное обучение. Действительно, и управление образованием муниципалитетов, и школы, значит, этот вызов приняли и хорошо отработали. И в этом году мы уже видим через 2 года результаты этой работы. Во-первых, это, конечно же, расширение выбора предметов. Да? Мы, допустим, чистая тоже статистика, когда в 2023 году выбирали физику всего лишь 600 выпускников, да, то сейчас это более 1000 выпускников, 1100. Значит, по химии, допустим, в 2020 году всего лишь сдавали 400 выпускников, а сейчас это порядка 800 выпускников. Да? Поэтому здесь, вот видите, да, в разы увеличивается количество сдающих, а это возможности. Так, при этом мы знаем, что технические, инженерные направления для нас это приоритетные, медицина тоже очень востребованные направления, врачи, хирурги нужны. Так, кроме этого,
конечно, нас радуют результаты в виде прохождения нижних порогов. Да? То есть успешная сдача, когда проваливающих выпускников по баллам, да, значит, становится все меньше. Это тоже хорошо. Значит, увеличение среднего балла, допустим, насколько я помню, по физике увеличился средний балл по сравнению с прошлым годом на 3,5 балла. Да? Это значит, большее количество более успешно сдает. Так? Ну и, конечно, по градациям мы смотрим по баллам высокобальников. Да? Более 80 баллов, более 90 баллов. Ну и, конечно, наши стобальники, которых отмечает Ильдархан Алексей Сергеевич, наградил в этом году их стобальников 28, в прошлом году было 17. Да? И при этом, опять же, нас радует то, что стало больше предметов. Да, если раньше стобальники у нас были от 5 до 7 предметов ежегодно, да, то в этом году это уже 9 предметов. Значит, ну, остались без стобальников только биология, обществознание, иностранные языки, а по всем остальным у нас есть стобальники. Вот, Нургун Афанасьевна, а как насчет системы, да, образования, которая с каждым годом вводится новые, да, какие-то проекты реализуются, что-то. Вот как реализовано вообще в этом учебном году так называемые нововведения? Ну, можешь пример привести? Ну, во-первых, нужно отметить, что мы работаем в единой суверенной системе образования Российской Федерации. Последние годы поэтапно обновляются федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные программы. Значит, тем самым, значит, где-то сокращается количество часов, где-то увеличивается в рамках, значит, возможных для возрастных категорий. Да? Тем самым в последние годы внедрено единое расписание по всей стране. Когда либо обучающиеся 7 класса, допустим, там, по биологии, да, значит, в маленьком селе, в большом городе, они в эту неделю изучают одну и ту же тему. Да, при этом это большая помощь также нашим учителям, когда по всей стране дан доступ к ресурсам, контенту так называемому, да, значит, для любого учителя в федеральной информационной системе «Моя школа». И любой учитель теперь может готовиться и вести свои занятия уже с применением информационных технологий и благодаря тем ресурсам, которые выработаны, значит, передовыми учителями страны. Так, кроме этого, у нас есть, конечно же, наше нововведение. Это наша большая потребность кадровая, да, в малых населенных пунктах. И в прошлом году, после подписания соглашения на ПМФ с издательством «Просвещение», мы апробировали проект «Сетевой учитель». Да, информационные ресурсы издательства, значит, уроки ведут московские учителя. Значит, в этом проекте участвовало 10 школ, и эти учителя практически заменили 11 ставок, да, учителей. Значит, при этом выстроили расписание таким образом, что в один и тот же день, в одно и то же время один класс сидит, там, несколько, 3-4 школы с одним учителем и изучает этот предмет. Сама тоже посещала эти школы, разговаривала и с учителями, тьюторами, которые там находятся, да, и с обучающимися. Есть, конечно, и отрицательные моменты, и положительные моменты, но это была апробация, поэтому мы свои выводы сделаем, и следующий учебный год их уже будем тиражировать с учетом особенностей. Да? Но ребятам нравится. А вот, может быть, сталкивались со сложностями, да, при внедрении, вот именно столкнулись школу с чем, может быть, при внедрении такого вот сетевого учителя? Ну, первое, то, что было очень сложно, но мы смогли это организовать, это выстроить единое расписание, да? Чтобы в одно и то же время можно было подключиться, и в это же время все школьники сели бы за парты, так скажем, да, и изучали бы этот предмет одновременно. Да? А следующее – это тоже основная и независящая напрямую от системы образования проблема, да? Это интернет, ее наличие и скорость. Да, если электричество отключается, интернета нету, то есть, соответственно, занятия вроде как невозможно. Но здесь нам помогли наши тьюторы. То есть заранее педагог готовит тьютора к предстоящему занятию. Он знает, что нужно подготовить, какие рабочие тетради, какие лабораторные там занятия будут и так далее. Да? Значит, инфраструктурные листы. Ну, соответственно, можно провести самому тьютору, а потом уже читаться перед учителем.
Ну, главное, справились. Нургуль Афанасьевна, что вот насчет кампании летнего, да, отдыха детей в разгаре сейчас идет? Как вообще проходит смена? Интересно узнать. И сколько детей охвачено организационным отдыхом, таким вот, скажем так, по республике? Действительно, каникулы — это 3 месяца, при этом таких стандартов, как в системе общего образования или среднего профобразования, нету, но есть требования. Да? Поэтому ежегодно мы утверждаем реестры наших лагерей, которые будут работать в эту летнюю кампанию. Тем самым в этом году, значит, такой отбор прошли 475 лагерей, так, которые должны охватить порядка 86 тысяч наших школьников в течение этого летнего периода. При этом мы не говорим, что это только стационарные лагеря. У нас очень хорошая практика лагерей дневного пребывания, пришкольных лагерей. Да? И они вот массово сейчас практически 70% прошли в июнь месяц первую смену. Да? У нас 42 стационарных лагеря. Ну и надеюсь, что население слышало, вы знаете о том, что в последние годы мы работаем над созданием инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления наших детей. Во-первых, с Министерством просвещения мы уже в предыдущие годы построили новые корпуса в лагере «Спутник» города Якутска и Ильге в Мегино-Кангаласском районе. В этом году это энергетик здесь, в городе Якутске, нашего соснового бора. Да? Очень хорошие, современные, благоустроенные спальные корпуса. Да? Кроме этого, мы надеемся, что в скором времени завершится строительство и полярной звезды, да, и началось строительство при поддержке Минвостокразвития лагеря «Мужество» в городе Нерингри. Это вот дополнительные 500 мест, которые как раз-таки будут гарантированно обеспечивать наших детей летним отдыхом здесь у нас в родной республике. Ну, популярны среди родителей, также добавлю, да, значит, и детей это лагеря трудовые и палаточные. Очень интересный формат. Порядка, по-моему, 28 у нас палаточных лагерей и порядка 40 трудовых лагерей. Это очень интересно и родителям, и детям. Ну и напоследок, Нургуль Афанасьевна, вот интересно все-таки узнать, возвращаясь к студентам, да, вот в этом году чаще всего поступают наши ребята в республике или все-таки делают приоритет на центральные города, и есть ли, может быть, динамика, да, в пользу целевого именно набора в экономике в Якутии? Действительно говоря о выпускниках, мы должны им обеспечивать бюджетные места в наших колледжах и вузах. Да? Мы тоже вот ежегодно заблаговременно работаем над этим. В этом году, по-моему, 6864 бюджетных мест в наших колледжах. При этом последнее время уклон сделан, конечно, на прием на базе 9 классов. Да? Порядка 61% этих мест, они после 9 класса. Спрос есть, высокий. По вузам, значит, порядка 5200 бюджетных мест, но с учетом того, что бакалавриат, специалитет, это 3700 мест бюджетных за счет федерального бюджета. Так, но кроме этого, вот вы затронули целевую подготовку, конечно, важно. Сейчас большая ответственность предприятий для того, чтобы они могли заранее заявляться на эти целевые места через портал «Работа в России», а потом уже дело абитуриента попасть на эти целевые места. Спасибо, Нургуль Афанасьевна, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно. Надеюсь, бюджетных мест станет еще больше в будущем. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.